Добрый вечер. Это «Якутия. День за днем». Рассказываем о главных событиях, произошедших в Большой Республике и за ее пределами. Я Александр Лысак. Смотрите сегодня. Мосту через Лену быть? Масштабный проект может попасть в федеральные программы. Руководство Якутии анонсирует встречи в Минтрансе страны по этому поводу. О необходимости строительства мостового перехода высказываются и крупные федеральные чиновники. Данный мост мог бы оптимизировать транспортную логистику Дальнего Востока. Пробиваемся к Северному морскому пути. В Жатае собираются строить судоверфь и модернизировать судоремонтный завод. Когда в цехах откажутся от инструментов, которым давно место в музее. Все это уже нам наследие досталось еще с советских времен. Первый интеллектуальный «Нашим». Якутия принимает участников международных соревнований школьников. Сколько ребят приедут в республику и какой язык решили сделать основным? Особенно мне важна культура и разнообразие всех этих участников, которые приедут сюда, особенно тех ребят, которыми я вместе прилетел. Легенда шорт-трека в Якутии Виктор Ан провел мастер-класс для юных спортсменов и пообщался с республиканскими чиновниками насчет строительства в Якутске ледовой арены. Вчера очень много детей, да. Я просто так чувствую, они очень сильно хотят стать как чемпион. День X для сборной России по футболу. Сегодня четвертьфинальный матч в Мундиале. Играем против Хорватии. Верят ли букмекеры в победу россиян и кого видят чемпионом мира? Как улучшить инвестиционную привлекательность России, продвинуть крупные инфраструктурные проекты в сфере дорожного строительства, транспорта, связи, коммуникаций? Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Президент заметил, что по итогам 5 месяцев этого года макроэкономическая ситуация в России в целом стабильная. По ключевым параметрам есть позитивные тенденции, особенно в промышленности, сельском хозяйстве и грузообороте транспорта. На низких уровнях безработицы и инфляции фиксируется рост реальных заработных плат. Однако Путин отметил, что не все люди это чувствуют. Ситуацию нужно менять. Сохраняются системные проблемы, цитата, связанные со структурными особенностями нашей экономики, с влиянием внешних факторов, и текущие позитивные тенденции не должны, безусловно, нас успокаивать. Нужно придать дополнительный стимул развитию отечественной экономики и рост качества жизни людей. Эта задача отражена в указе о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года. Напомню, что до 1 октября текущего года положения указа должны быть развернуты в конкретные национальные проекты и программы. Почему начал с майских указов? Одно из приоритетных направлений – развитие транспортных коридоров запад-восток и север-юг для перевозки грузов. В основном за счет строительства и модернизации автомобильных дорог, увеличения мощности морских портов, развития Северного морского пути. Здесь же повышение уровня экономической связанности территории России с помощью расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры. Этого собираются достичь за счет развития транспортных коммуникаций между административными центрами субъектов России и другими городами, центрами экономического роста, которые есть, кстати, и в Якутии. А что может повысить связанность страны, как не мост через Лену? Вот и на этой неделе о необходимости строительства перехода в Якутске заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Данный мост мог бы оптимизировать транспортную логистику Дальнего Востока, в том числе способствовать оживлению транзита по Северному морскому пути. Поэтому будем продолжать держать эти вопросы на контроле. Совещание прошло в Петропавловске-Камчатском. Среди участников исполняющий обязанности главы Якутии Айсан Николаев, что, естественно, такой проект, как мост через Лену, нужно обсуждать в присутствии регионального руководства. Ранее Николаев заявил, что намерен добиться включения строительства мостового перехода в перечень приоритетных федеральных программ. Вопрос о возведении моста он поднимал еще в ходе визита в Якутию министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова. Сейчас в рамках актуализации всей нашей работы данный вопрос будет обсуждаться у нас уже непосредственно с правительством Российской Федерации. Я на следующей неделе встречаюсь с министром транспорта Российской Федерации Дитрихом, там, где также будем проговаривать вопросы решения задач по строительству мостового перехода через реку Лена, ну и также других вопросов по транспортной инфраструктуре нашей республики, которых на самом деле очень много.
Еще один стратегический проект, который обсуждали в Петропавловске-Камчатском – Жатайская судоверфь. Сегодня флот не только Якутии, всего Дальнего Востока не соответствует нормам. Хотя стоит задача развивать Северный морской путь, кратчайший по морю между европейской частью России и Дальним Востоком. Северный морской путь сегодня используют крупнейшие корпорации – Норникель, Газпром, Лукойл и Роснефть. Среди регионов – Якутия, Красноярский край, Чукотка. Завод по строительству судов жизненно необходим. При этом в Жатае не только появится судоверфь, модернизируют действующий судоремонтный завод. Техника не обновлялась десятки лет. Светлана Захарова побывала в цехах предприятия, пообщалась с рабочими и узнала, как преобразится предприятие через 4 года. По этим рельсам ездят не поезда, а поднимаются на слип многотонные баржи и разного рода судна. Для того, чтобы поднять огромную махину весом практически 250 тонн, потребуется не 1 час. Сперва установить его на специальные колеса, а затем сантиметр за сантиметром поднимать его медленно, но верно до места ремонта. Итак, с половины прошлого столетия Жатайский судоремонтный завод переживал и взлеты, когда в советское время спускал на воду свои корабли, и падение в кризисные 90-е. А сейчас его ждет очередное перерождение. В 2022 году Жатай должен стать центром судостроения региона. В государственную программу «Социально-экономическое развитие арктической зоны» включены мероприятия по модернизации Жатайского судостроительного завода с объемом финансирования более 4 миллиардов рублей. В год планируют выпускать до 10 судов собственного производства. Мощности модернизации по 6 единиц флота. Кроме того, есть в планах и ежегодная утилизация старой техники по 2 в год. Он, конечно, я считаю, и экономически выгоден. Он выгоден и с точки зрения развития всего флота речного по всему Дальнему Востоку. И именно с такой точки зрения вот как раз проект был Советом Безопасности в свое время поддержан. Жатайский судоремонтный завод еще не верфь, но работы здесь все равно хватает. Латать пробоины сложнее, чем строить заново, говорят ремонтники. Тем более, что самому молодому судну из всего флота почти полвека. Если мы не начнем вот буквально в ближайшие 10 лет выпускать новые суда и менять то, что осталось старое, просто завозить в Якутии работать нечем будет. Строить новые суда готовы. Есть люди и опыт. Специалисты высокого класса, которых во всей стране на пальцах пересчитать. Регистр – человек, фиксирующий все дефекты конструкций судов. От его работы зависит надежность техники во время плавания. Самые частые проблемы с корпусами судов – это вмятины, изгиб набора, получается ослабление корпуса. Отрыв набора тоже влияет на ослабление корпуса. Если не будет внутри корпуса набора, это просто как воздушный шарик. Ткнуть пальцем и проткнешь. Начиная от мелких деталей, заканчивая габаритными частями судов, все производят на месте. В цеху 50 единиц техники, но так же, как и флот, с полувековым износом. Мы имеем в своем арсенале достаточное количество станков, но все они довольно-таки уже морально и физически устаревшие. Все это уже нам наследие досталось еще с советских времен. Все, что мы сейчас здесь видим, верой и правдой, служит заводу еще с середины прошлого столетия. Практически ничего не изменилось с советского времени. Например, этот станок был изготовлен еще в 1967 году, другой в 1983. Но есть здесь еще и настоящие раритеты, которым больше места в музее, чем в действующем производственном цеху. Зуборезный станок произведен в 1939 году. Привезли в Жатайский завод сразу после войны. Спустя 70 лет на нем изготавливают шестеренки. Только мощности уже не те, говорит опытный станочник Владимир Двинянин. Я работал на землеройке, у нас там был зуборезный станок горизонтальный. В зависимости от модуля, диаметра и длины шестерни. Мы их делали, по-моему, 5 штук в смену. Владимир знает историю каждого станка в цехе. Некоторые были здесь до его прихода в завод в далеком 1974 году. Но в кризисные 90-е оснащение прекратилось. Теперь вся надежда на модернизацию. Впереди грандиозные планы. Сейчас более перейдет на не вот такой ручной труд, а будет автоматизирован. Если будут станки, они будут с ЧПУ там токарные. Если будут сварочные, они тоже будут полуавтоматические. Все будут с программным управлением, так что немного квалификация изменится. Я думаю, что и суда будут более-менее
новое. Помимо высоких технологий на территории завода появятся новые ангары для строительства судов, расширят площадь слипа, открытого участка для ремонтных работ. Если сейчас за раз в нем могут установить до 22 единиц флота, то после расширения он вместит в себя до 30 судов. Увеличит и количество рабочих мест почти вдвое. Как бы уже работаем в этом направлении с институтами, с нашими, со всем. Даем такие как бы установки, что понадобится именно по профессиям, какие они нужны будут. Это как целый поселок и не самых маленьких размеров в нашей республике, шутят речники. А если серьезно, то и вправду завод станет полноценным микрорайоном со всей инфраструктурой. Уже сейчас возводят общежития для будущих и нынешних работников. За 4 года жизнь вновь забьет ключом в Кронштадте, Якутска. Саргалана Захарова, Григорий Охлопков, Жатай. Где уже ничего не забьет ключом, так это в банке ТАТ. Там у финансовой организации отозвали лицензию. Хотя то, что все вклады и счета клиентов накроются медным тазом, было понятно и без этого. Коллеги-журналисты начали шутить: банк АТАТА. Только смешного мало. Кто-то остался без сбережений, у кого-то парализовала работу предприятия. История одного из старейших банков Якутии бесславно завершилась. Слезы, истерики, пустые кассы. Так запомнят банк ТАТА. Лана Ильина восстановила цепочку событий, пообщалась с клиентами и узнала, можно ли вернуть деньги обратно. Черный вторник наступил для клиентов банка ТАТА. Утром 3 июля в соцсетях началась волна сообщений: ТАТА банкрот. Вкладчики ринулись в офисы банка. Пытались получить собственные накопления. Деньги выдавали лишь в одном месте, на Чепалова. Там образовалась огромная, словно в мавзолей, очередь. Снять все деньги не позволили. Финансовые организации установили лимит 30 тысяч рублей. Хотели деньги снять, только тут какой-то установили лимит непонятный, да, по 30 тысяч только дают. Вот непонятно какая-то ситуация, говорят, по слухам, если ориентироваться, говорят, что там руководство что-то уволилось. Хотели снять наличные с расчетных счетов, но деньги уже закончились. Выдавали по 30 тысяч рублей, сейчас уже нет. Вот записались на завтра в очередь, но не знаю. Вечером ситуация ухудшилась. Деньги перестали выдавать. Для кого лимит не сыграл никакой роли, так это для предпринимателей. Для них 30 тысяч – это капля в море. Деньги предприятия лежат, конечно, на счету. Ни предупреждений, ничего не было. Все мое ИП на этом счете. Поэтому, конечно, это не очень хорошо для меня. После хождения по мукам у людей начали сдавать нервы. Да, конечно, я видела, как вы поставили печать и туда вот девушке-контролеру передавали. У Светланы Михайловой шок. Бесконечно ходит в отделение банка. Требует объяснений, без результата. Боится, что накопленные за долгие годы деньги уже больше не увидит. Я их копила на лечение. Я должна была нынче уехать на операцию. Деньги я вкладывала. Банк ТАТА. Денег нет пока. Все это под вопросом. Мне это очень неприятно. Пока местное руководство банка ТАТА молчало, удар держали рядовые сотрудники. Нет. Вообще нет. У нас нет информации. Но вы же ни в чем не виноваты, почему вы не можете сказать? У нас нет никакой информации, что мы можем вам сказать. Повышенному вниманию некоторые сотрудники банка оказались не готовы. Сейчас пока снимать не разрешаем. Все хорошо. Камеру убери. Вечером 3 июля на официальном сайте банка ТАТА появилось короткое сообщение. Банк ТАТА временно не осуществляет привлечение денежных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей во вклады. Открытие и ведение банковских счетов физлиц и индивидуальных предпринимателей временно не ведется. О причинах ни слова. Очередь из брошенных клиентов банка становилась все больше. Банк ТАТА основан в 1990 году, зарегистрирован в Якутске. С 2017 года председателем правления кредитной организации стал Дмитрий Соловьев. Банк имел филиалы как в республике, так и во многих городах России. Несмотря на видимые проблемы в работе банка, люди продолжали верить. Они смогут вернуть деньги. Но надежда есть, потому что банк-то нормальный. И по телевизору я своими ушами слышала, что если они что-то исправят, то банк будет дальше функционировать. Банк ТАТА стал широко известен год назад. Он попал под санкции США. Финансовая организация оказалась в списке среди других региональных банков, открывших представительство в Крыму или работавших с подсанкционными проектами. Вмешаться в ситуацию решило региональное правительство и Национальный банк Якутии. Пригласили представителя банка ТАТА. Только он решил не приходить, видимо, нечего сказать. На следующий день Центробанк отозвал лицензию банка ТАТА.
Использование банком рискованной бизнес-модели привело к формированию на его балансе активов низкого качества. Регулятор указывает на осуществление банком схемных операций и сделок, направленных на искусственное поддержание размера. Сотрудниками банка проводились операции, имеющие признаки совершения уголовно наказуемых деяний. К банкротству и несостоятельности банков приводят, как правило, высокорисковые операции – выдача необеспеченных кредитов или покупка акций сомнительных компаний. Что делать и кто виноват? Задаются вечными вопросами клиенты банка. Банк Татта является участником страхования вкладов и в соответствии с нормами федерального законодательства отзыв лицензии у банка является страховым случаем, и в соответствии с этим агентство по страхованию вкладов осуществляет страховые выплаты вкладчикам в объеме до 100%, но суммой не более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Эту сумму значительно превышают деньги предпринимателей, зарплаты сотрудников, налоги, коммунальные платежи. Владельцам бизнеса приходится обивать пороги. Готовы подготовить письмо обращения в адрес Управления Федеральной налоговой службы, в трудовую инспекцию о том, что в связи с сложившейся ситуацией, чтобы приняли к сведению. Остались ли деньги на счетах? Накануне отзыва лицензии в банке Татта зафиксировали масштабный вывод активов. Страховые выплаты вкладчикам начнутся не позднее 19 июля, сообщает в агентстве по страхованию вкладов. Временная администрация, введенная Центробанком, от общения с прессой отказывается. Работу начинают и правоохранительные органы. На их вопросы акционерам и председателю правления банка Татта Дмитрию Соловьеву точно придется ответить. Лана Ильина, Джилустан Иннокентьев, Якутия. День за днем. Сейчас короткая реклама. Через 2 минуты мы вернемся и вот о чем расскажем далее. Первый интеллектуальный нашим. Якутия принимает первых участников международных соревнований школьников. Какой язык решили сделать основным на играх? Легенда шорт-трека в Якутии Виктор Ан провел мастер-класс для юных спортсменов и пообщался с республиканскими чиновниками насчет строительства в Якутске ледовой арены. День X для сборной России по футболу. Сегодня четвертьфинальный матч в Мундиале. Играем против Хорватии. Верят ли букмекеры в победу россиян? Это Якутия день за днем. Мы продолжаем. Чьи фамилии появятся в избирательных бюллетенях 9 сентября на досрочных выборах главы республики? Вопрос без ответа. Пока. 3 июля завершился первичный прием документов от потенциальных кандидатов. Главное, нет самовыдвиженцев. Выдвинуть кандидата может лишь зарегистрированная политическая партия. Документы в Центральную избирательную комиссию Якутии сдали 7 человек. Первым стал Гаврил Парахин, предприниматель и руководитель регионального отделения ЛДПР. Номер 2 – Виктор Губарев, вице-спикер регионального парламента. Его выдвинула Коммунистическая партия России. От партии социальных реформ «Прибыль от природных ресурсов народу» выдвинулся депутат Нерюнгринского районного совета Александр Силин. При этом он был выдвинут руководящими органами партии, а не по итогам съезда, как того требует законодательство. Пойдет на выборы исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев. Он участвует от Якутского регионального отделения «Единой России». С кандидатом определилась партия «Родина». Им стал Алексей Лаптев, руководитель регионального отделения. Владимир Богданов, инженер авиакомпании «Алроса», был выдвинут партией «Справедливая Россия». За 22 минуты до закрытия Центр избиркома документы сдал Эрнст Березкин, выдвинутый местным отделением партии «Гражданская платформа». Однако он не предоставил согласования собственной кандидатуры Федеральным политическим комитетом партии, как того требует ее устав.
Теперь Центральная избирательная комиссия республики проверяет оформление документов, их количество и соответствие перечню. Если все будет в порядке, то начинается следующий этап – муниципальный фильтр. С 10 по 25 июля каждый кандидат должен предоставить в комиссию подписи не менее 5% депутатов или глав муниципальных образований районного и поселенческого уровня из 2/3 районов республики. Кандидаты на пост главы Якутии должны предоставить финансовый отчет и список из 3 кандидатов на пост члена Совета Федерации России. А где особенно нельзя ошибаться, так это в вопросах бюджета. В правительстве Якутии сейчас обсуждают вопросы оптимизации финансов. Повторюсь, оптимизация, а не сокращение. 2 миллиарда рублей перераспределят на приоритетные программы. Изменения в главном финансовом документе республики на ближайшие 3 года утвердили депутаты регионального парламента. Изменения в бюджете Якутии связаны не с доходной частью из федеральных источников, это внутренние перестановки. Благодаря этому удалось высвободить 2 миллиарда рублей. Большая часть, 1 миллиард, пойдет на увеличение заработных плат. Понятное дело, что мы эти расходы должны идти только по таким основным направлениям. Это повышение заработной платы, это повышение по увеличению МРОТа. Второе – это дети-сироты, предоставление жилья и региональные выплаты к пенсии. Да? Если рассматривать детально, куда перенаправят средства, то картина выглядит следующим образом. Проект закона предусматривает, как говорилось ранее, 1 миллиард рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы и минимальной оплаты труда. С учетом дотаций общий объем для этого направления составит 1 миллиард 846 миллионов рублей. Также на 300 миллионов был увеличен резервный фонд правительства Якутии на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Кроме того, предусмотрены бюджетные ассигнования на возмещение недополученных доходов организациям коммунального комплекса в связи с установлением льготных тарифов – 800 миллионов. 147 миллионов рублей направят на региональные и социальные доплаты пенсии. Корректировки позволят выделить дополнительно 100 миллионов рублей на предоставление жилья детям-сиротам. Таким образом, размер финансирования этой программы составит более 1 миллиарда рублей. 100% мы обеспечиваем финансовое обеспечение для приобретения на вторичном рынке и 30% для жилья, которое предоставляется в виде нового строительства. Сегодня задача правительства не только перераспределить деньги казны, но и искать дополнительные источники финансирования. Оптимизация – не сокращение, а эффективное распределение существующих средств. Об этом ранее нашему телеканалу говорил исполняющий обязанности руководителя правительства региона Владимир Солодов. Оптимизация – это получение оптимального результата на основе имеющихся ресурсов. Именно этого принципа мы будем придерживаться, когда будем формировать следующий бюджет и сосредотачиваться на тех мероприятиях, на тех объектах, которые дают максимальный эффект с точки зрения качества жизни граждан, с точки зрения роста экономики. До осени Кабинет министров планирует найти новые, несырьевые источники дохода. А следующий бюджет формировать по принципу «каждый рубль казны, который будет тратиться, будет четко привязан к эффекту, который он дает». Александр Лысак, Сарглана Захарова, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем. И пока финансисты и экономисты из правительства Якутии считают и перераспределяют деньги, школьники со всего мира готовятся к соревнованиям по робототехнике, 3D-моделированию, программированию и еще десятку направлениям. Якутия готова к старту международных интеллектуальных игр. Это не просто состязание, фестиваль науки. В играх примут участие 900 школьников, в том числе из зарубежных стран, отбор по приглашению. Школьная команда-победитель в общем зачете получит большой кубок игр. Отмечу, что основной язык для участников и экспертов – английский. Кристина Якупова успела встретить первых гостей и побывать на некоторых площадках интеллектуальных игр. Более 900 участников, 22 страны. Международные интеллектуальные игры будут проходить в Якутске впервые. Олимпиады, научные конференции, исследовательские работы, соревнования, лекции и мастер-классы от известных ученых, деятелей науки и культуры. Все это ожидают участников предстоящих игр. Большинство проектов очень актуальны для Якутии и пытаются ответить на какие-то важные вопросы для региона, решить какие-то проблемы. В Якутии просто потрясающая природа, уникальная, да, для изучения.
Интеллектуальные игры пройдут на базе Северо-Восточного федерального университета и Малой академии наук. На второй площадке будет работать исследовательская школа. 114 школьников из 9 стран станут участниками научного лагеря. Кураторы, они же тьюторы, уже в Якутске. Мы вместе с детьми будем реализовывать небольшое исследование о наледи Булус. Мы хотим изучить, как изменяется наледь в течение нескольких лет. По завершению исследования мы сможем ответить на вопросы местного населения о том, как эти изменения повлияют на них. В организации интеллектуальных игр задействуют 500 волонтеров. Подготовка к масштабному мероприятию заняла полгода. Это такое очень крупное мероприятие, задействовано более 1500 человек в общей сложности, да, требует такой значительных усилий при подготовке, поэтому я думаю, что чаще, чем раз в 2 года это невозможно проводить, возможно, даже лучше проводить раз в 4 года. В Якутск приземлился самолет с одними из первых участников международных интеллектуальных игр. Это ребята из Словении, Сингапура, Мексики и России, город Москва. Гостей встречали по всем народным традициям. Часы долгого перелета и, наконец, на месте. Несмотря на усталость, ребята в предвкушении открытия международных интеллектуальных игр. От предстоящих игр мы ждем, во-первых, интересного, богатого общения с разными интересными людьми. Потом мы ждем интересных исследовательских проектов. Хорошая возможность показать себе, с другой стороны, заразиться вот идеей, что учиться это интересно, учиться это полезно. Новые открытия, новые знакомства. Ребят ждет незабываемая неделя. Их ждет международная исследовательская школа. Для меня самое важное – это понять и узнать много народа, которые приехали сюда из разных стран. Особенно мне важна культура и разнообразие вот всех этих участников, которые приедут сюда, особенно вот тех ребят, с которыми я вместе прилетел. После прилета участники отправились в село Чапаево Хангаласского улуса, где находится международная исследовательская школа. Этой ночью прилетел самолет из Сингапура. На борту председатель программного комитета международных интеллектуальных игр. International competitions. Международные соревнования очень важны, потому что наши студенты, таким образом наши школьники становятся еще более мудрее, умнее, потому что они свои знания еще более оттачивают. И это очень важно для нас и для этих школьников. Действительно, это очень важно, потому что нам хочется развивать между детьми такие отношения, дружбу, которая будет длиться на всю их жизнь. И это очень важно, потому что оно и развивает отношения между народами. Торжественное открытие. Вместе со школьниками на международные интеллектуальные игры приехали учителя. Для них есть отдельное направление. С ними занимаются тьюторы, наставники. Мы поговорили с Иваном Смирновым, руководителем программы лидеров делегаций. Он оценил подготовку Якутии к интеллектуальным играм и рассказал, зачем нужно учить преподавателей. Вы в Якутске не впервые, наверняка уже хорошо знаете условия, потенциал образовательных учреждений. Как вы можете оценить в целом подготовку к такому масштабному мероприятию, как международные интеллектуальные игры? Мне все очень нравится. Мне кажется, это замечательная возможность. Очень приятно то, что ребята из стран и Европы, и Азии, и Америки приехали для участия в международных играх. Мне кажется, беспрецедентное по масштабу. Я участвовал в аналогичных мероприятиях в Москве, в Туле, и мне кажется, это одно из самых действительно таких крупных международных мероприятий, в которых мне довелось принимать участие в России. Международная исследовательская школа в этом году стала частью интеллектуальных игр. 114 школьников участвуют в разработке различных проектов. Например, новое оружие против комаров, путешествующая якутская лошадь. Научные направления тоже различные, социальные, технические, естественные. А вот программа лидеров делегаций, она что затрагивает?
Ребята приезжают не сами по себе. Да? Обязательно должен быть учитель или сопровождающий, который их везет из их школы или страны. В то время, пока ребята работают над проектом, важно сделать так, чтобы для сопровождающего или учителя, который привез ребят, была своя программа. Иначе получится некоторый диссонанс. И моя задача как раз организовать программу для лидеров делегаций. Она обычно включает 3 части. Во-первых, мы рассказываем друг другу об особенностях образовательной системе в своей школе, в своей стране, как построено исследовательское обучение, потому что школа исследовательская, и здесь можно иногда найти какие-то новые моменты, которые сможешь применить в своей практике. Кроме этого, обязательной формой работы для лидеров делегации является так называемая супервизия, то есть, по сути, посещение работы проектов, потому что это возможность научиться чему-то новому в своем предмете. Ну и объединяет это все вместе проведение педагогического проекта или исследования, школа исследовательская, и в конце работы лидер делегации формирует свою собственную команду, которая выполняет педагогический проект и наравне с школьниками представляет результаты работы на итоговой конференции. В исследовательской школе участвуют школьники из 9 зарубежных стран и 6 регионов России, по последним данным. Насколько сложно работать со смешанными командами? Всегда ли удается найти общий язык и разработать совместный проект? Конечно же, это непросто. Есть определенные традиции, отличия культурные. И как раз опыт школы – это преодоление этих сложностей. Да? Это своего рода вызов, задача, которую необходимо решить. С этим сталкивается любой тьютер, который ведет программу, потому что ему нужно и языковой барьер преодолеть, и настроить коммуникацию между ребятами, чтобы они работали как единая команда. Та же самая задача стоит и передо мной, когда мы встречаемся с лидерами делегаций, потому что у каждого есть какие-то свои представления о том, чем он собирается заниматься. И здесь важно уметь найти компромисс, прийти к консенсусу, так чтобы все получили удовольствие от работы, было интересно и получился качественный результат. Чем все-таки удается мотивировать детей в международной исследовательской школе? Потому что, допустим, ребенок приехал из другой страны. Для него не столько, как мне кажется, например, важна научная составляющая, как пообщаться со сверстниками, погулять, поиграть. Чем мотивируют детей и отслеживается ли как-то после их судьба, после международной исследовательской школы? Конечно. Кем становятся дети? Каждый год организационный комитет школы проводит такое входное и выходное анкетирование. То есть какие ожидания от школы у ребят, а в конце какие ожидания оправдались, какие нет, как изменились акценты. И действительно, это интересное исследование. Ребята приезжают не только за общением. И многие из них приезжают, чтобы выполнить какое-то качественное исследование или проект. Но на самом деле все аспекты важны. Это и культурная программа, это знакомство с другими культурами, это возможность поработать в международной проектной группе, когда на английском языке ребята из разных стран ищут общие подходы для решения той или иной проблемы. То, что они приехали сюда, это часто какой-то там приз, например, в национальной системе конкурсов. То есть идет свой отбор тех ребят, которые приедут, и для них поездка сюда – это своего рода уже награда. То есть они показали мотивацию, и в большинстве случаев с этим не возникает проблем. Какие проекты наиболее интересны для вас, как тьютера, наставника? Какие могли бы выделить, которые вас удивили? Я биолог, поэтому мне, конечно же, интересны все работы, так или иначе связанные с биологией и экологией. Более того, я являюсь тренером команды Москвы по экологии. Моя задача – готовить московских школьников к участию в Всероссийской олимпиаде по экологии. Ребята, которых я привез сюда как лидер делегации, это ребята из команды Москвы или резерва команды Москвы, которые в прошлом году выступили на региональном этапе, стали, например, призерами и в этом году готовы покорять новые вершины. И для меня, и для них важно выполнить экологический проект, работу, которая является необходимой составляющей участия в Олимпиаде. Поэтому лично мне, конечно же, интересны работы по биоиндикации
озер Якутска и его окрестностей, когда по видовому составу животных, которые встречаются в водоеме, удается определить состояние водоема, какой загрязнен, какой не загрязнен. И вторая тема, которая мне тоже очень интересна, это исследование Булууса. Наледь Булуус – уникальный объект. В прошлом году у нас была туда экскурсия, мне очень понравилось. И в этом году целое исследование посвящено тому, как влияют глобальные изменения климата, влияют ли они на площадь наледя. Это работа, которая проводится не только на месте, но и с привлечением спутниковых снимков, поэтому возможность есть проследить изменения за последние 30 лет. Сейчас короткая реклама, вот о чем расскажем ровно через 2 минуты. Легенда шорт-трека в Якутии Виктор Ан провел мастер-класс для юных спортсменов и пообщался с республиканскими чиновниками насчет строительства в Якутске ледовой арены. День X для сборной России по футболу. Сегодня четвертьфинальный матч Мундиаля. Играем против Хорватии. Верят ли букмекеры в победу России? Вы смотрите «Якутия день за днем», подводим итоги недели. Легенда шорт-трека Виктор Ан посетил республику. Шестикратный олимпийский чемпион и руководство Федерации конькобежного спорта России прилетели, чтобы обсудить развитие шорт-трека в регионе. Не секрет, что взрыв популярности у этой дисциплины случился после триумфа Виктора Ана на Сочинской Олимпиаде, где он завоевал 3 золота. В день прилета спортсмен провел мастер-класс для будущих шорт-трекистов, воспитанников местной секции. Виктор Ан провел сухую тренировку без льда, показал базовые упражнения, координация, лента и статика. Подобным занятиям нужно уделять по 30-40 минут, говорил детям опытный спортсмен. Если следовать всем требованиям, то результаты не заставят себя ждать. Примерные упражнения для тренировки и прохождения в поворотах. Примерные почему? Потому что в зависимости от возраста, от антропометрии, у каждого индивидуальный подход. Мастер-класс полезный, понадобится в будущем. Мы будем улучшать наши результаты, исправлять какие-то ошибки. На лесенке были новые упражнения, а вот толчки это мы уже делали. Какие перспективы в Якутии есть у шорт-трека? Об этом во время визита в Якутию мы спросили Алексея Кравцова, президента Федерации конькобежного спорта России. Виктор Ан, конечно же, поделился с нами впечатлениями от республики. Виктор, наверное, первый вопрос к вам. Вы прилетели накануне, поздно ночью, в 4 часа утра, можно сказать. И какие были эмоции, когда увидели встречающих? Потому что по видеокадрам можно было судить, что вы были удивлены. Просто я приехал и смотреть, там много людей, там ждут меня, ждали, да. Поэтому мне очень приятно, что после Олимпиады такая там эмоция, там еще там снова там чувствую. Алексей, все-таки вопрос к вам. Понятно, что цель визита – это не только встреча, ну, по сути, легендарного спортсмена с якутскими болельщиками, с якутскими молодыми шорт-трекистами. Это вопрос скорее о развитии шорт-трека в нашем регионе. Вы уже поездили, посмотрели, побывали в том числе и на мастер-классе. Все-таки, на ваш взгляд, какие условия у нас в Якутии есть для развития этого вида спорта, который, безусловно, стал популярен последние 4 года? Ну, он стал известен в России и в Якутии, как и части России, именно после того, как Виктор Ан открыл этот вид спорта россиянам, российским болельщикам, его полюбили. Что же касается Якутии, мы видим здесь очень большой потенциал для развития именно шорт-трека. И как раз мы приехали именно сюда для того, чтобы помочь развиваться шорт-треку здесь, в Якутии, укрепить связи с Федерацией шорт-трека,
и конькобежного спорта Якутии, повстречаться с чиновниками, с министром спорта. Мы уже провели такие встречи. Вчера у нас встречались и с вице-премьером, заместителем главы республики, курирующим спорт. И на наш взгляд, конечно, потенциал очень большой, но для того, чтобы его реализовать, необходимо серьезно поработать с материальной базой, потому что, конечно, она в значительной степени устарела, ее недостаточно для развития этого вида спорта здесь, в Якутии. Но вот вы сказали о подписании соглашения накануне, а все-таки какую роль оно как раз-таки сыграет в развитии спорта? Вот вы сказали, что материально-техническая база устарела. Что еще подразумевается в соглашении? Соглашение о сотрудничестве с Министерством спорта, оно носит скорее рамочный характер. Мы определяем цели и намерения о том, что развивать конькобежный спорт и шорт-трек на территории Якутии будем совместно. Федерация будет оказывать научно-методическую поддержку, поскольку одной материальной базы ее недостаточно. Необходимо работать с тренерами, повышать их квалификацию, работать с судьями. Достаточно много вещей мы можем принести сюда, поскольку шорт-трек достаточно давно развивается в России, в Якутии его возраст не так велик, всего где-то около 4 лет, как начал здесь развиваться. Поэтому совместными усилиями мы рассчитываем, что мы сможем поднять его на хорошую высоту здесь, в Якутии, и мы уверены, что здесь можно найти будущих Викторов Анов. Виктор, вам вопрос. Вчера провели мастер-класс для ребят, и очень многие удивились, почему не на льду, почему на паркете. Вы уже знаете, что в Якутии нет льда летом. Но, к сожалению, это для детей, конечно, летом тоже очень важно, что к сезону уже подготовить летом хороший. Тогда уже они тоже покажут там хороший результат зима. Поэтому в Якутии, я думаю, что нужно на лето тоже. Они покатаются там, ледовые арены. А много ошибок у наших детей, у юных спортсменов? Или есть над чем работать? Но я думаю, что это не ошибка, просто, не знаю, там в России, там, как шорт-трек популярный, это недавно. Я думаю, что после Сочи много людей знают, какой вид спорта, поэтому они теперь начинаются там заниматься спортом, поэтому только что они знают, как можно проводить, там, как можно там делать. Просто я им там, мой опыт дать, поэтому. То есть это вопрос времени? Да, времени. Вы чувствуете ажиотаж вокруг себя, потому что когда очень много детей, десятки детей смотрят на вас, выпучив глаза с открытыми ртами. Просто... Вы чувствуете, что вы пример для них? Конечно. Вчера очень много детей, да. Я просто так чувствую, они очень сильно хотят там стать как чемпионом. Поэтому, если там к ним там хорошие, если условия, я думаю, что стать они могут стать олимпийским чемпионом. Слушайте, отлично. Алексей, но все-таки фигура такого легендарного спортсмена, как Виктор Ан, она же помогает в продвижении шорт-трека, и не только шорт-трека, других различных видов спорта. Однозначно. В первую очередь шорт-трека, потому что можно без преувеличения сказать, что Виктор Ан и шорт-трек в России – это слова-синонимы. Просто когда мы говорим одно, подразумеваем другое, и наоборот. Совершенно это... Виктор Ан – это человек, который, он легенда не только в России, это легенда мирового шорт-трека. Таких спортсменов в мире больше нету вообще. Спортсменов, достигших того, чего достиг Виктор Ан,
людей с такой непростой судьбой. Это прям такая голливудская история, можно сказать. Виктор, вам последний вопрос. Вы в Якутии впервые. Как вам республика? Но что мне понравилось вчера, после ужина я был там река Лена, вот там тоже очень красивый. Там. Если в следующий раз еще, можно приехать, но тогда хочу еще посмотреть. Отсутствие еще одной ледовой арены в Якутске – это не только проблема для шорт-трекистов. Спорткомплекс Лейб-Ботур давно не справляется. Там тренируются фигуристы, хоккеисты, шорт-трекисты и воспитанники секции керлинга. Последняя тренировка заканчивается во 2 часу ночи. Для возможного решения этого вопроса и приехала делегация Федерации конькобежного спорта России. На совместной пресс-конференции министр спорта Якутии Георгий Балакшин заявил: переживать не надо. В следующем году в столице республики начнется строительство нового ледового катка с бассейном. Если говорить в масштабах региона, то сразу 3 объекта появятся в поселке Чульман и городах Алдан и Якутск. Первый объект планируется построить у нас в поселке Чульман Нерюнгринского района, там ФОК с катком. Второй объект в городе Алдан, ФОК с плавательным бассейном. И третий объект, который планируется построиться, это в городе Якутске, ФОК с катком и с бассейном. Место было определено в районе Белого озера. Поэтому работа над этим идет. В принципе, с 2019 года строительство этих трех объектов должно начаться. О куске льда мечтают в эти дни жители Якутска. Аномальная жара ожидает горожан. В Якутске прогнозируют превышение среднесуточной температуры воздуха. В Алдане и Нерюнгри стоят теплые летние дни, а вот в Мирном и Ленске идут проливные дожди. В Якутске наблюдается аномально жаркая погода. Норма для Якутска составляет 25-26 градусов. Температура превышает норму на 6-7 градусов. В ближайшие 3 дня сохранится высокая температура в центральных районах, юге и востоке республики. В Алдане и Нерюнгри фактическая температура 24-28. Но у них так же, как и в центре, будет наблюдаться жаркая погода. Значит, фактическая погода в Мирном и Ленске. У них прошел холодный фронт, понизилась температура, отмечаются ливневые дожди. Фактическая температура 13-15 градусов. Несмотря на то, что в Мирном идут дожди, там ждут начала купального сезона, хотя в алмазной столице нет ни одного официально оборудованного пляжа. Жители недовольны. Лето короткое, отдохнуть и искупаться негде. Администрация Мирного и местные надзорные органы проверили состояние водных объектов, рассказывает Марьяна Кутукова. База отдыха у озера Чонолыр находится в 30 минутах езды от Мирного. Сегодня она пустует. Однако инспектор ГИМС уверяет, как только потеплеет и наступят выходные, сюда из города ринут толпы отдыхающих. И купаться они будут, несмотря на запрещающие знаки. Скажем так, это потенциальный пляж, где граждане города могут культурно отдохнуть, безопасно искупаться, но только после того, как будут оформлены соответствующие документы со стороны КСК «Калроса». Если на Чонолыре будет кому отвечать, то на других диких пляжах ответственность за свою безопасность несут только сами отдыхающие. Майский, Заречный и другие излюбленные места таят в себе много опасностей. Водолазы проверили, дно почистили, так что тут как бы опасности не представляет. А в других местах, без понятия, мы же не можем обследовать каждый водоем. К счастью, утонувших на пляжах в этом году нет. Чтобы обезопасить людей, администрация города совместно с надзорными органами запустила многоэтапную акцию, в рамках которой проходят объезды водоемов. Отдыхающим раздают листовки и памятки. А они в ответ жалуются, что людям в Мирном негде отдыхать. А вы разве не в курсе, что в принципе-то отдохнуть негде? Негде, да. Не обустроено. Ничего. То есть, по-моему, 6 лет назад только сделали туалеты на Чуланыре, а на Майском их до сих пор нет. А на Майском кто?
взял в аренду. Вариант на речке Ирилях в микрорайоне Заречный предлагали. Он был представлен на голосование по формированию комфортной городской среды в марте этого года. Однако по результатам голосования первоочередным проектом горожане выбрали площадь у памятника Трубки Мир, а зона отдыха в Ирилях оказалась третьей в списке. Это значит, желанное место отдыха начнут организовывать только через 3 года. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. Посмотреть на город с высоты птичьего полета теперь можно с комфортом и за 150 рублей. Новое долгожданное колесо обозрения запустили в Якутске. Стоимость объекта 57 миллионов рублей, высота аттракциона 40 метров. Он вмещает 108 пассажиров в 18 кабинках, 12 из них закрытого типа. Есть кондиционеры, обогреватель, все рассчитано для нашего сурового климата. Первыми прокатились воспитанники детского дома Берегиня и дети из малообеспеченных семей. Отметим, первое колесо обозрения установили в городском парке в 1983 году. Жаль, что с высоты 40 метров не увидишь победителей чемпионата мира по футболу в России. А может и к счастью. Прошли игры 1/8 финала Мундиаля. Половина четвертьфиналов уже миновала. Известны 2 полуфиналиста. Франция обыграла Уругвай со счетом 2-0, а Бразилия уступила Бельгии 2-1. Осталось 2 матча – Швеция-Англия и Россия-Хорватия. Что думают букмекеры и сбылись ли их прогнозы на предыдущие четвертьфинальные игры? 3 июля состоялся первый четвертьфинал Уругвай-Франция. Как уже было сказано, французские футболисты без особых проблем расправились с соперниками, забив 2 безответных мяча. Прогноз букмекеров на победу сбылся. Поставив 100 рублей на Францию, можно было выиграть 210 рублей. Промахнулись букмекеры со вторым четвертьфинальным матчем Бразилия-Бельгия. Бразильцы были явными фаворитами. При ставке в 100 рублей можно было рассчитывать на 215 выигрышных рублей. Третий четвертьфинал Швеция-Англия. Матч пройдет 7 июля в Самаре. Обе команды без особых трудностей вышли из групп. Кого победителем видят букмекеры? Верят в англичан, родоначальников футбола. Поставив 100 рублей, выиграете всего 195, тогда как Швеция может принести 380 рублей. Последний четвертьфинал Россия-Хорватия. Матч пройдет на стадионе Фишт в 3 часа ночи по якутскому времени. Фаворитом матча букмекеры считают хорватов. В случае успеха и при ставке в 100 рублей вы выиграете 220 рублей. Россия может принести 360. Кто основной претендент на победу? Их 2 – Франция и Англия. Затем идут Бельгия и Хорватия. А в то, что чемпионом мира станет сборная России, букмекеры верят с трудом. Поставив 100 рублей, вы можете в случае успеха выиграть 2000. Букмекеры не верят в Россию. Верят ли простые болельщики? Наши футболисты на чемпионате мира не только удивляют, воодушевляют. Хорватия выше России в рейтинге FIFA. Она на 20-м месте, мы на 70-м. Сборные встречались трижды, 2 ничьи и поражения России. Это похоже на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Россия-Испания. Букмекеры составили отчет. 80% ставок в той игре было в пользу Испании. Букмекерские конторы вовсе считали, что вероятность победы россиян 15%. Стиснув зубы, уйдя в оборону и выждав момент, ребята выиграли. Момент, когда Акинфеев отбивает мяч во время серии пенальти, вошел в историю. И гол Дзюбы – это тоже история. Тогда в наших футболистов не верили. Сегодня сочинский стадион Фишт содрогнется от кричалок на русском языке. Вся страна с замиранием сердца будет смотреть матч Россия-Хорватия. Мы верим в нашу сборную и независимо от исхода игры продолжим верить. Таковы итоги недели. Наши корреспонденты следят за главными событиями день за днем. Всего доброго и до встречи.